Откуда идет привязанность к родине и традициям? Откуда идет осознанная любовь к народу и его жизненному укладу? Многие бы ответили из детства. Другие бы сказали, что это патриотизм. Однако и он наверняка родом из детских воспоминаний. Так оно и есть на самом деле. И сегодняшний наш герой – заслуженный врач и член Союза писателей Республики Саха-Якутия Валентин Егоров тому подтверждение. Являясь составителем пособий для родителей по уходу за больными детьми, а также автором уникальных сборников стихов и прозы, Валентин Владимирович каждый раз в своих произведениях подчеркивает ценность жизни, будь то рассказы о спасенных детях, будь то сказки с волшебными существами, которые учат настоящей дружбе, знакомят с основами морали и, конечно же, говорят о любви к семье. Валентин Егоров не только активный участник, но и многократный победитель различных литературных конкурсов республиканского, российского и международного уровней. Идеи не покидают его голову ни на минуту, ведь он находится в постоянном творческом поиске. Многие сюжеты взяты из собственной жизни, которая, к слову, была не из легких. Но, несмотря на это, все произведения пронизаны оптимизмом, любовью к родным и близким, и к родному краю. Я родился в Якутске, живу вместе с ними его жизнью, душою, принимая небес синеву, ширь долины Туймады, большою, ныне улицей Ленина даль, открывается ясная город, юбилей отмечает, не жаль, пролетевших веков, ибо молод для меня он всегда города, если лучше, наверное, уверен, я в одном, что Якутск никогда не оставлю, уже буду уверен, площадям его улицам цвет, греет чей нас и лютость зимою, словно лена бурлит наш проспект, в праздник твой, город мой, я строкою воспою, разукрашу его всеми красками осени в кою. Мы родились с ним очень давно, вопреки холодам всем и зною. Так же славься, Якутск наш родной, радуй глаз горожан и их душу. Я проспектом иду по большой, а душа птицы рвется наружу. Мы с вами находимся в интерьере нового музея нашего города родного, музея истории города Якутска. Почему именно здесь? Потому что вся наша семья, все мы связаны с Якутском, мы родились и здесь. Лучшие наши годы прошли и, надеюсь, пройдут еще здесь, в этом городе. А для меня Якутск прежде всего дорог тем, что музей находится как бы в старом городе, а это любимое мое место детства. Здесь когда-то я застал еще настоящее кружало. Очень жалею, что нет сейчас зеленого рынка, но зато восстановили Преображенский храм. В мои детские годы там была детская библиотека, и я был завсегдатаем этой библиотеки, потому что в мои годы, в 60-е, самым доступным увлечением была книга, и, слава Богу, это для меня было мое любимое увлечение. Книга была в дефиците, и вот я любил зимние каникулы, там каждый день практически были литературные елки, и я непременный участник, и постоянно выигрывал главный приз, естественно, книги. И вот я до того навыигрывал там книг, что меня вначале просили, пусть ответят другие, потом уже прямо просили не приходить. Я не обижался, в принципе, я и так там навыигрывал. Мне очень, как говорится, этот район нравился. В районе старого города прошло детство нашего героя, и оттого это самый прекрасный уголок в его жизни. Однако есть в Якутске еще одно место, которое очень дорого Валентину Владимировичу, и связано оно уже с более зрелыми чувствами. Самым главным человеком нашей семьи, нашей мамой Анной Павловной, мы познакомились совершенно случайно. Ничто, как говорится, не предвещало. Поэтому я люблю 103-й маршрут. Мы возвращались с дачи, у нас там недалеко дача. И вот я увидел Анну Павловну. Еще когда ехали, я обратила внимание, что на меня какой-то мужчина все время поглядывает. Я отворачиваюсь. Но на выходе он ко мне подходит и говорит: я врач.
А я сутулюсь, и у меня такая мысль была, наверное, скажет, что я вот, девушка, вы сутулитесь, как врач. Но оказалось совсем не то. Вышли, и мы, наверное, часа полтора проговорили там, на автовокзале. Помню, стихи читал. По-моему, первое стихотворение читал, которое вот написал самое-самое первое в усадьбе Пирогова. В усадьбе Пирогова. Мне оно напомнило стихи Пушкина. Думаю, как похоже на Пушкина. Оказалось, что она учитель русского языка и литературы, ну а я как творческий человек, любимый конек мой литература. Ну, вот вроде бы несерьезно, да, как говорил герой одного фильма, ты уже знакомишься в транспорте. Но все-таки спасибо, ЕПАП, 103-му маршруту автовокзалу. Так что любимое место наших посещений – автовокзал. Ну и так познакомились, без претензий, как говорится, на будущее. Но, слава богу, все у нас получилось. Живем уже более 20 лет вместе. И не просто живем, а у нас прекрасные дети. Такая фраза еще запомнилась на всю жизнь. У нас могут быть красивые дети. Но Еву мы ждали 3 года, потому что муж мне говорит, обещанного 3 года ждут. Вот через 3 года Ева родилась, долгожданный ребенок же. И первое ощущение, когда вот мне дали на руки, как-то было очень необычно, как настоящий живой человек. Такие странные ощущения были. Конечно, это счастье. Это огромное счастье. Училась она в 17-й школе сначала, потом я ее перевела к себе в первую школу, в старших классах уже. Окончила золотой медалью, поступила на филологический факультет, на мой родной, у моих преподавателей учится. Сейчас на 2-м курсе отделения журналистики. И Павлика мы потом тоже очень хотели. Второго ребенка хочется еще сильнее. Когда родился Павлик, у меня почему-то было даже ощущение такой гордости. У меня сын родился. Павел тоже в 1-й школе учится. Отлично. В этом году стал президентом школы. Сейчас 14 лет ему. Мы с сестрой занимаемся литературным творчеством совместно. Вот совсем недавно у нас вышла электронная книга. Планируется ее печатный выход. Книга «Якутские первоцветы». В ней, получается, сборник моих произведений и ее. Произведения на тему севера и родного края. Тема родного края особенно близка семье Егоровых. Ведь родина – это не только пространство, где рождается и живет человек. Это еще и место, давшее приют и душевный покой. Это место, о котором хочется всегда вспоминать, говорить и черпать идеи для очередного произведения. А я жил на улице Романовка. И вот я к чему это вспоминаю, что вот наш дом, советская власть поделила на несколько квартир. Это были бывшие поповские покои, а вот это каменное, развалины, там был храм. И мне было очень приятно. Я являюсь, кстати, лауреатом премии главы нашей республики имени классика якутской литературы Николая Егоровича Мордина Амачугая. В 2021 году День якутской прессы впервые отмечали. И вот именно в этот день я получил эту премию. Очень для меня, как говорится, значимую. Почему? Потому что Амачугая я видел лично живым. Он приходил в нашу халупку эту, Романовку. Но он приходил не ко мне в гости, а к моему отчиму. В свое время известный краевед, собиратель фольклора народов Саха. Известный исследователь якутского фольклора Иван Георгиевич Березкин родился в первом аспехском наследии Дипсюнского улуса. После окончания Якутского госуниверситета работал учителем биологии и химии в Усть-Алданском и Намском районах. С 1953 года числился научным сотрудником в дореволюционном отделе Якутского республиканского краеведческого музея имени Ярославского. Иван Георгиевич активно изучал и собирал материалы о якутском фольклоре, долгие годы исследовал легенды и предания о национальном герое Саха Василии Манчары. В фондах научных архивов республики хранится солидный материал, собранный в ходе фольклорной экспедиции, по результатам которой изданы сборники и книги, которые имели большой интерес у широкого круга читателей. И поэтому к нам приходило очень много известных людей. Почему они к нему приходили? У него богатый архив. Это сейчас информация денег стоит.
А тогда он уже, то, что такие люди к нему домой лично пришли, он, пожалуйста, раздавал информацию. Ну, я всех не запомнил, а вот я запомнил Мординова и Георгия Башарина, профессора. А запомнил я их по какому поводу? Когда я прибежал домой со школы, ну, это уже май месяц, тепло, мать почему-то встретила меня на улице и шепотом, тихо говорит, а мать, чего я пришел? Ну, если бы она сказала, какой-то Николай Егорыч, я бы бросил портфель и убежал. А я в это время зачитывался детской фантастикой. Я удивился, я же не знал, что это псевдоним. Я думал, какой-то пришелец, может, какое-то странное имя. И невзирая на запрет матери, я все-таки заглянул в открытое окошко кухни. Ну, у нас квартирка-то маленькая, заглянул и увидел, к великому своему разочарованию, обыкновенный мужчина, каких на улице пруд-пруди. Да, думаю, ну почему-то как-то назвали его. Ну и вот он в ответ отчиму подарил книгу с дарственной надписью «Весенняя пора» 1953 года издания. И я впервые прочитал вот этот роман Мординова «Весенняя пора», классика якутской литературы. И мне, почему я запомнил этот роман? Ну, я читал все подряд, но этот роман особенно я запомнил, перечитывал несколько раз, что там упоминается, когда юный Легляр, ну, мальчишка, впервые с обозом из-за Лены тогда приезжали, к Зеленому рынку приезжал, то есть узнаваемые места, вот он описывает. Его поразил страшно огромнейшее каменное здание, двухэтажное. Ну, вот это церковь-то вот эта. Я представляю, если бы он сейчас подъезжал к Лене, да? Ну, в смысле, к Якутску со стороны Лены. Какие сейчас небоскребы стоят. А тогда его поразило. И мне было приятно, что я, оказывается, живу с таким историческим зданием, что его в романе. Я потом читал более поздние издания, но почему-то там столько сокращений было. Вот этого момента уже не было почему-то. Сокращена, как он в Якутске пребывал, бедный, претерпевал там моменты. Хотя вот издание 1953 года, там это очень так меня захватило. Вот я упомянул Георгия Башарина. Я прочитал в 5 классе, представляете, его монументальный труд «История аграрных отношений в Якутии». Вот такой талмуд. И когда узнал, что на кухне сидит сам Башарин, и у меня даже разговор с ним состоялся, я подошел, ну а что я в 5 классе, что церемониться? Мне все равно профессор. Я его так подергал. Я говорю, вы Башарин? Да. Я прочитал вот вашу книгу, так еще с претензией, не понял в 2 местах. Такое ощущение, как будто я в остальном понял. Он так, ну, оладьи ел, чай пил. И я помню, он так с открытым ртом. То есть сразу не нашелся, что ответить. То есть, ну, никак не ожидал, но зато отчиму было приятно. Но я читал все. У меня как-то это все откладывалось. Даже страницу называл, вот он там такой. Это мне помогало в споре с учителями литературы. Я не любил литературу в школе, потому что учился, мне ставили стройки на 4, хотя я практически, но я свою точку зрения. А нужно, я потом понял, по легкому пути, то есть сами меня туда толкнул наш учитель. Я стал читать просто аннотации. Зачем читать «Войну и мир»? Прочитай аннотацию и все. Стою, говорю, вот, молодец, вот можешь же, когда хочешь. 5. Ну, потом я на 5 вышел. А так свою точку зрения, как бы нет. Вы как-то уж, ну, вольнодумцы меня пытались там. Один раз вообще чуть ли не поставили вопрос исключения из пионеров там, когда я пытался защищать одного пионера-героя. Хотя на него, вот от того же Третьякевича, я тогда еще это как-то, ну, не вяжется. Я же читал аналитически «Молодую гвардию». Ну, не вяжется, что он предатель, хотя Фадеев выписал его предателя. Вот сейчас Третьякевичу даже сделали его героя Российской Федерации, вручили ему посмертно, спустя много-много лет. То есть он не был, его оговорили.
А я тогда еще и страдал из-за этого, что, ну как это, я против линии самого Фадеева пошел. Ну вот как-то я это старался. Потом я перешел на аннотации, и мне стало легче жить. Многие книги школьной программы я с удовольствием перечитал уже после. Как закалялась сталь, там все это мои любимые. Особенно мне нравился Аркадий Гайдар. Вот я удивлялся этому человеку, и хотя в 90-е годы его пытались очернить как могли, что он такой малолетка, 16-летний, ну командовал полком, ладно, но он участвовал в истязаниях, в расстрелах самолично. На него заводили уголовные дела, я даже до архивных материалов дошел. Но все они рассыпались, даже только при первом рассмотрении. Валентин с детства был правдолюбцем. Находясь постоянно в поиске истины и справедливости, натыкался на непонимание со стороны окружающих. Однако надо понимать, что это происходило не потому, что юнец хотел кого-то позлить. Просто маленький Валентин был очень впечатлительным мальчиком. У меня друг был, единственное чадо театральных деятелей. Представляете, в 60-е годы быть заслуженным деятелем искусства, я СССР, оба они были. И я, видите, с другой стороны, нет худа без добра. Я почему с ним задружился? Мы через черный ход ходили в русский театр. Ну, тогда русский театр, кипела театральная жизнь, спектакли были утренние, в обед, вечером. И я вот удивлялся, ну, практически весь репертуар. Я очень полюбил тогда театр. Но меня удивляло, ведь, ну, один актер, я запомнил его, он играл положительного героя, там, герой гражданской войны, и вдруг вечером он играет фашиста. Мне это так до глубины потрясло, как он мог. Типа, ну я так по-детски даже хотел уйти, типа. Но мне объяснял этот театральный товарищ, что это театр, это роль. Я говорю, ну какая роль, ну он же фашист. Ну, в общем, это детские наши такие споры были. Фантазия в жизни ребенка играет почти что ключевую роль, ведь на воображении полностью построена детская игра, через которую он познает окружающий мир. Представляете, как разыгралась у маленького мальчика фантазия, когда на его родной улице, все в том же районе старого города, люди, в том числе и ребятня, находили предметы царских времен, антикварные вещи, посуда, монеты. Но однажды Валентин нашел нечто такое, что полностью перевернуло его жизнь. И я нашел богословскую энциклопедию в Софьяновом таком переплете, и как будто новая. Хотя это год издания, я до сих пор помню, 1893 год. А на дворе был середина 60-х. И я окунулся в мир совершенно неведомый для меня. Там биографии царей, священников выше, ну, иерархов нашей Русской Православной Церкви. В общем, для меня это было, ну, открытие мира. Но мать, вот, памятуя свое детство, когда ее чуть она не загремела, ну, за так называемые пресловутые колоски, за картошку помороженную, которую она насобирала, ну, голодное время было. И ее, как говорится, завели на нее дело. Ну, бригадир постарался. Об этом я тоже в повести пишу, «Мальчик с окраины». Но это я узнал от других людей. Мать старалась не распространяться. Тем более ее отец был репрессирован. Ну и мать думала, что и дочь пойдет также следом. Она, бедная, с вещами уже стояла у сельсовета. Ну вот тогда писали, ну я со слов говорю, писали друг на друга практически. То есть, по идее, все село надо сажать. Поэтому приезжала выездная комиссия НКВД разбираться на месте. Ну и слава богу, с матерью разобрались, хотя там серьезное дело. Ученица, ученической бригады, там такая-то, год рождения. Там на нее повесили 2 мешка картошки. В сентябре якобы, хотя дело было в ноябре. Ну, потому что картошка – это стратегический был продукт. Война на дворе, 43-й год. Поэтому, ну вот страх остался. Поэтому, когда она вдруг, я случайно заснул за этой книгой, я очень любил
«Лето», «Белые ночи», «Читай не хочу». И я вот зачитался и уснул. И она вдруг обнаружила эту книгу. Страх, конечно, она ее сожгла тут же, в печи. Ну, потому что она уже, память-то все-таки вещь жестокая, что это еще хорошо, что меня только из пионеров могли бы исключить, а могли бы вообще, как говорится, в колонию или куда-нибудь. Говорят, что прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего. Наверное, это так. Ведь мама маленького Вали, Екатерина Ивановна, не в силах забыть суровое прошлое, хотела оградить сына от невзгод в его настоящем. А сын, в свою очередь, помня страхи матери, переложил все на бумагу в виде рассказов. Так на свет вышла книга с простым, но верным названием «Катин сын». Потом Валентином было написано еще немало произведений, но все их сюжеты непременно были взяты из жизни. Это были его истории. Она меня практически одна поднимала, поэтому это сейчас я очень осознаю. Я страдал от недостатка внимания ее. Тогда я обижался почему-то ребенком. Поэтому, чтобы завладеть ее вниманием, я иногда притворялся больным. Ел там снег, сосульки, никак не удавалось мне заболеть. Я завидовал соседу астматику Вовке, потому что он постоянно болел, и родители в него прямо как курочка-квочка, мать, папа вокруг него. А вокруг меня, как трава придорожная. Но я-то не понимал, что мать практически на 3 работах вынуждена. Подработки очень много брала, поэтому уходила, когда темно было. Даже меня, когда в детский сад, круглосуточно устраивал. Это я до сих пор помню, как в 6 утра на санки и вперед. Садик-то был еще закрыт, потому что он открывался 7:30, а мать меня привозила в 6, потому что ей самой нужно в ясли. Она там нянечкой работала. Она меня оставляла, там была котельная, и этому кочегару, ему что-то давала, может, рубль или что, посмотри. А он, естественно, деньги брал, а за мной я ему был нужен, есть я, нет. Поэтому я иногда в детский сад заявлялся весь в угле каком-то там. Потом меня, когда стал постарше, в лагеря старалась, как в фильме «Каникулы строгого режима», на все СМИ, на весь срок. То есть я вначале очень плакал, от двора, от друзей отрывали, а потом это мне помогало в жизни, что я как-то самоорганизовался, что все-таки в любой ситуации чьи плюсы. Плюсы были прежде всего в том, что я всегда помню свое детство, что я все время голодал. У нас там была рабочая столовая. Иногда мать давала мне что-то, копейки какие-то, чтобы я там пообедал. А когда не было, я приходил под эту столовую, под окна, просто подышать воздухом сытости. Сегодня борщ, а это вроде тефтели. Это все время чувство голода было. И один раз я в этой столовой совершил, как говоря юридическим языком, правонарушение. Я украл 2 булочки по 5 копеек, до сих пор помню. И выскочил, чтобы убежать и там где-нибудь сидеть. Прямо на крыльце впился зубами в эту булку. И тут меня за ухо, прям чуть не выверил. Волоком потащили к директрисе, заведующей. Поймали ворюгу, ворюгу поймали. Хорошо, там была эта посудомойка, тетя Таня, до сих пор помню. Она побежала к заведующей, что-то там поговорили. То есть меня отпустили, потом она повела меня в зал обеденный, взяла мне обед, сидела и что-то все слезы. Я сейчас это вспоминаю. А тогда я удивлял, что она плачет, так все хорошо же закончилось. Она мне потом эти пресловутые булочки в пакетик, и со словами, что больше так не делай, если что, ко мне обращайся. Я не говорю, что я прямо лишен был детства, но такое без роскоши. И сейчас я вспоминаю, мать все старалась лишний раз для меня. Но я как-то относился, она куртку мне купила, а я ее в школе на 3-й день куда-то потерял. Потом нашлась через полгода, но уже кто-то ее, неужели не знали, что мать-то
практически с рубля на рубль перебивать. Лень было посмотреть там, а она валялась там где-то вся уже непригодный вид. Потом она много чего мне покупала, старалась игру, ну, чтоб не хуже, как у людей. Помню, это в 1 класс, как она меня собирала. Это самое, купила мне вот, ну, тогда это вообще шик был, шестицветная ручка. Это, а у меня вдруг 31 августа украли. Залез там один товарищ, приезжий, и это, у меня все это, как говорится, ручку, там все это, тетради, ну, все. То, что я перекладывал на несколько раз, я уже готовился к школе. Но, слава богу, это все обнаружила, мать как-то вычислила, кто это мог. Ну, и там уже милицию давайте, ну, она, вот добрая душа, она настояла, что ну, зачем? Он и так бедный, там, ревел, как говорится, на коленях, просил прощения там. Ну, то есть ничего украл. Ну, и мать сказала, не надо, все вернул, и бог с ним. Поэтому она в этом плане была доброй душой. Там, у нее практически, она страдала еще тем, что даже как бы она не жила бедно, у нее всегда можно занять денежку. И многие забывали отдавать, а ей было стеснительно потребовать. Когда-то мать работала, подрабатывала даже санитаркой в детской инфекционной больнице, куда я потом пришел врачом. И там одна медсестра говорит, о, я же помню вас. Вас привозили в крайне тяжелом состоянии, маленьким. Ну, сколько мне там, год с небольшим было. Это она вот с ее слов, она бедно со слезой это все. А я-то не помню. Ну, вот она. И вдруг я в один из них затих. Ну, там студентка какая-то думала, что и этот. Ну и куда? Сразу меня взяли и туда, под лестницу, чтобы увезти в прозектуру, в морг. Но я вот, видите, как что-то закряхтел. Оказывается, я оказался скорее жив, чем мертв. Ну и меня быстренько сумели привезти. А так бы... И вот я из нормального здоровячка такого родился, я практически за полгода превратился в доходягу, кожа и кости практически. На самом деле я считаю, что это чудо, то, что там дети умирают на глазах, а папа смог выжить, и вот сейчас писатель, заслуженный врач республики. То, что я связался с медициной, ну, мать, она как бы очень опосредованное отношение имела к этому. Она закончила, ну, чтобы вырваться из деревни, а то там, сами знаете, всю жизнь, как говорится, навоз месить. Она умудрилась закончить такие скорострельные курсы медицинских сестер. Да. Хотя всю жизнь проработал простой нянечкой. Что я решил с 6 класса поступать в мединститут, уже железно я решил. Вот я сейчас поэтому удивляюсь некоторым. Я вот когда выступаю по школам, всегда говорю, старайтесь определяться, кем вы будете по жизни. А я с 6 класса определился благодаря своей второй школе. К нам в класс приходили молодые люди, тогда, ну, это сейчас для меня, они кажется, в возрасте, а тогда молодые люди. Я вот запомнил выступление одного хирурга. Он так любил свою профессию, что ну, не сидел на месте, все вскакивал, такие жесты, прямо чуть ли театральное действие целое. Я тогда еще подумал, а почему бы мне тоже не связать себя с медициной? И вот, хотя я закончил физмат-класс, тогда открыли в нашей школе, при нашей школе физмат-класс, и я единственный со всей школы, я туда, как говорится, оформился. А все остальные, 19 человек, они были со всех концов города. Так велико было желание поступить в физмат-класс. Благодаря своей второй школе я определился, сразу же поступил в мединститут. Закончил педиатрический, всю жизнь в педиатрии. И детским хирургом в поликлинике, и сельским доктором на 2 деревни, педиатром на севере Хабаровского края, и потом уже в детской реанимации, интенсивной терапии более четверти века. Если Валентин Владимирович определился с профессией лет в 12, то его жена Анна Павловна мечтала стать учителем в более раннем возрасте. В детстве я очень много играла в школу. У нас во дворе был такой гараж металлический, черного цвета. Я брала в школе мел
И я очень хорошо помню, что каждый раз писала: «Дата, классная работа». То, чем я каждый день сейчас занимаюсь. Дата и классная работа. Вот все-таки это вот было у меня желание стать учителем. И потом у меня были очень хорошие учителя литературы именно. И однажды мы с подружкой пошли в библиотеку, у нас была сельская библиотека, и очень хорошая библиотекарь Елена Николаевна Кокорина. Ты же, говорит, очень много читаешь, ты же хорошо знаешь литературу. Давай тоже попробуешь на филфак. Попытка не пытка. И эту фразу я на всю жизнь запомнила: попытка не пытка. И вот с первой попытки у меня получилось, действительно. Поступила сразу же. Сегодня Анна Павловна, будучи учителем русского языка и литературы, уделяет особое внимание нравственному выбору человека, его месту в обществе и, конечно же, проблеме воспитания. К слову, все эти моменты и аспекты заключены в любимом произведении Анны Павловны. «Капитанская дочка». Сейчас как раз изучаю со своими 8-классниками. Да, наставление отца Гринева своему сыну Петруше. Служи верно, к кому присягнешь. Слушайся начальников. В глаза особо не заглядывай. На работу не напрашивайся. Ну и от службы не отказывайся. И помни пословицу. Береги платье с нову, а честь с молоду. «Береги честь с молоду». Эту фразу «береги честь с молоду» я повторяю часто и не только для своих учеников, но и для своих собственных детей. Мама очень часто повторяет это выражение «береги честь молода». И мы с сестрой стараемся прислушиваться к также фразам папы, в которых заложен смысл того, что нужно быть ответственным, то, что если человек берется за что-то, то нужно это обязательно доводить до конца. Я на самом деле с 8 лет уже начал писать, как папа. Когда папа рассказывал свои рассказы, то есть вот по вечерам мы садились, и папа рассказывал свой новый рассказ. И я подумал, почему бы мне не написать тоже рассказ. И в 8 лет я написал свое первое произведение. Это была сказка «Золотой остров». Кстати, я освоил жанр сказок, но у меня сказки особенные. У меня явь переплетена очень тесно со сказкой. Поэтому иногда даже не знаешь, где тут явь, а где что. Поэтому некоторые воспринимают это как реальную вещь. Хотя видно, что это как бы вымысел авторский. Я называю, это новый, не новый жанр. У меня не рассказы и сказки, а рассказки. То есть как бы там все переплетено, поэтому как назвать? Рассказки. Я пишу для семьи, их могут читать как дети, подростки и взрослые. Вообще у него интересные рассказы на такие северные темы. Очень интересная северная легенда о морском оборотне. Это очень интересный рассказ, мне нравится. Про колдунью, дух шаманки. Про Павлика очень много рассказов интересных. Затем уже я начал развиваться. В 12 лет я написал свой первый стих. Я побежал показывать свой стих папе. Папа кое-что исправил, то есть пунктуация. И потом с этим стихотворением я участвовал в многих конкурсах, публиковался в газетах, журналах. Я совсем недавно победил в конкурсе и поехал в Великий Новгород. Вдохновившись поездкой, я написал стихотворение про Великий Новгород. И также у меня есть стихотворение про республику, про родной город Якутск. День рождения родной, нам республики в апреле, когда все живет весной, снова птицы прилетели. Из краев далеких к нам вновь оазы оживают. Лена, матушка, вон глянь, скоро вскроется, растают все сугробы и цветы, возвратятся на поляны, что взгляд радуют, цвети, край родной. Другие страны так не радуют, как ты. Я в Якутии родился, с ней лишь связаны мечты, с ней я многого добился. Мама родилась в Якутске. Семья была многодетная, нас было 4, я была старшая в семье. И мама тоже была занята работой, естественно. Она у меня была овощевод, хатасский совхоз. На теплицах зимой она или на овощебазе работала, или же на коровнике. Папа тракторист. То есть рабочие люди такие они у меня были.
Мама очень вкусно готовила всегда. Праздники, у нас очень часто были гости в доме. Все дни рождения отмечали, очень много гостей всегда. Мои родители очень рано ушли из жизни. Папе было всего 53 года, инсульт случился. Мама тоже, ей было чуть больше 60 лет, к сожалению. Мама у меня очень добрая, отзывчивая. То есть к ней можно прийти и рассказать о своих переживаниях. Мама для меня, конечно же, является нежной розой. Якутск. Лето. Улица Романовка. Тихий уютный дворик. Возле крыльца дома низкая скамеечка, на которой сидит мама и ждет сына. Рядом со скамейкой растут деревья, кусты и непременно цветы. Конечно, это не розы, с которыми зачастую дети сравнивают своих мам. Но для нашего героя все, что было рядом с мамой, это были райские кущи. Ведь мама — это воплощение обилия и благополучия. Мама — это рай. Ну вот уже сколько, 16 лет, как ее нет. Но я ее стараюсь всегда. Вообще в нашей семьи нет никого. Даже сестра ушла, которая на 6 лет была младше. Но пока я жив, естественно, я буду поминать их имя. И вот удивительно, когда я жил, мне казалось, двор огромный, двор детства. Сейчас смотришь, как на таком пятачке уместить. Столько людей жило, никому не было тесно. Даже место находилось и для сараев, для гаражей, для амбаров, поленниц там. Ну и вот, когда бы этот был дом, и такое стихотворение у меня, он зарос весь тольниками, как такие ощущения райских кущей какие-то. Даже дома не было видно. Вот. За густыми не видать, как бы райскими кущами, дома, где когда-то мать проживала вечерами, выносила табурет и сидела тут подолгу. Но сегодня ее нет. Погорю и втихомолку, не решаясь в дом зайти, помяну родную маму. Памятью хранят кущи. Я хожу сюда, как храм. За каждым известным человеком, будь то врач, поэт или представитель любой другой профессии, за каждой написанной стихотворной строкой, рассказом или научным докладом, за каждым ответственным решением стоят мамы. Судьбы этих женщин могут быть далеко не простыми и счастливыми, но все они обязательно отдают частицу сердца и души своим детям, которые стали не просто известными, а настоящими просветителями. Так и в жизни нашего сегодняшнего героя Валентина Егорова. Рядом всегда была его мама. Добродушная, простая, скромная женщина, но вместе с тем благочестивая, праведная и святая, как ангел. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.